Необычный подарок получили якутяне в канун Нового года. 29 декабря в городе Якутске открылся первый IT-парк на Дальнем Востоке. В открытии приняли участие глава республики Айсен Николаев, спикер Госсобрания Илтумены Якутской городской думы Петр Гоголев и Альберт Семенов. Присутствовали представители министерств и ведомств, народные депутаты. Сегодня замечательное событие и для Якутска, и для Якутии, да и для всего Дальнего Востока. В преддверии Нового года мы открыли единственный пока на Дальнем Востоке IT-парк, парк высоких технологий, общей площадью свыше 9 тысяч квадратных метров. При поддержке Министерства науки Российской Федерации и Северо-Восточного федерального университета нам удалось получить достаточно большие площади в аренду и часть собственность. И вложив порядка общей сложности 300 миллионов в реконструкцию, в оплату арендной платы на несколько лет вперед, мы сегодня можем сказать, что здесь уже у нас работает сегодня 25 компаний. В ближайшие месяцы уже будет доведено до 40 компаний, и мы надеемся, что уже в ближайшие годы число компаний, работающих здесь в IT-парке, достигнет 100. В последние годы IT-технологии, IT-компании в Якутии развиваются семимильными шагами. Наши компании стали лидерами уже не только российского рынка, но и мирового рынка по ряду направлений. И, конечно, мы надеемся, что открытие вот такого IT-парка позволит и другим нашим компаниям набирать обороты и в ближайшие годы выходить и на российский, и на мировой рынок. Якутским коллегам направил видеообращение министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков. Он подчеркнул, что якутские компании ворвались не только на российский, но и на мировой рынок IT-разработок. Также видеопоздравления направили российские и зарубежные коллеги. Их принимали министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов и исполняющий обязанности директора технопарка Петр Габышев. Ну что, случился этот день, друзья? Давайте формулируем. Я стою и не верю, на самом деле. Да, я стою и не верю, потому что есть вещи, чему я научился в технопарке больше всего, вы думаете, инновациям, но я научился терпению. Вообще, самое главное качество инноватора, любого человека, который хочет чего-то добиться, это терпение. И Арсений Сергеевич знает, как я вот в 2012 году заседание, по-моему, правительства было, это еще Галина Кидина. Я захожу к Арсению Сергеевичу, Арсений Сергеевич говорит: Толя, мне мой тебе совет. Ты хочешь, говорит, если технопарк открываешь, развивай IT. И вот после того, как он сказал, мы, конечно, с коллегами, вот ребята здесь присутствуют, и Сережа Протопопов, и Афанасий Алексеевич Шинский, коллеги из Майтона подошли, да, Арсен Томский, мы тогда говорили, что нужно дом IT-компаниям. И это был 2013 год, мы 5 лет шли к этому, были варианты построить куб, были варианты различных помещений. Благодаря поддержке Арсения Сергеевича, Евгении Саиновны, конечно, всех тех, кто здесь есть, Петр Вячеславович, компания РИК. В общем, я всех не могу перечислить. Я всем благодарен вам. И я надеюсь, что тут заслуга каждого, частичка каждого. И самый главный результат — это будут наши проекты, которые будут с IT-парка выходить. Вот самое главное это. Мы, Арсений Сергеевич, клянемся, что мы будем ежедневно с утра до вечера здесь работать для того, чтобы эти компании отсюда выходили. Предполагается, что резиденты IT-парка получат сервисы на уровне федеральных стандартов и будут интегрированы в национальную и мировую экономики. Новая отрасль планируется весьма выгодной для республики. В парке будет запущена программа акселерации. В год она будет рассматривать до 20 проектов. В ходе программы резиденты будут проходить обучение и отбор наиболее успешных проектов. Отрасль планирует обеспечить рабочими местами населения республики, особенно молодежь. Естественно, необходимо растить собственные кадры в области информационных технологий. Я считаю, что открытие парка высоких технологий, да, IT-парк, это для населения, ну и конкретно для нашего колледжа, это будет одним из больших прорывных направлений, потому что в наших колледжах как раз воспитываются и обучаются те ребята, которые в дальнейшем будут работать и развивать цифровую экономику. Поэтому и теперь уже реализация дуального образования в подготовке высококвалифицированных кадров
для цифровой экономики, да, ну и для тех направлений, которые считаются у нас приоритетными в Республике Саха-Якутия. Я считаю, что это для нас большое открытие, и для нас это полная и широкая дорога для того, чтобы обозначиться и идти дальше вперед. Большое внимание и поддержку отрасли оказывают городские и республиканские власти, стремясь сделать Якутию лидером в сфере информационных технологий не только на Дальнем Востоке, но и в России.